МИД Таджикистана выразил соболезнования в связи со смертью главы белорусского МИД. В Душанбе пройдет конференция по Афганистану. Парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении в ШОС. Северная Корея должна стать самой мощной в мире ядерной державой. В Китае прошли антиправительственные акции протеста. В МИД Таджикистана выразили соболезнования в связи со смертью главы белорусского МИД Владимира Макея. Он скончался 26 ноября. С чувством глубокой печали восприняли весть о безвременной кончине министра иностранных дел Республики Беларусь. Владимир Владимирович Макей был выдающимся дипломатом. Он внес ощутимый вклад в развитие и укрепление двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью. Выражаем свои искренние соболезнования близким и родным Владимира Владимировича Макеева в связи с тяжелой утратой, говорится в сообщении МИД Республики Таджикистан. Белорусское издание «Наша Нева» сообщает, что причиной смерти 64-летнего главы МИД стал сердечный приступ. Владимир Макей был дома в Дроздах, когда случился инфаркт. Насколько известно, он не обратился вовремя к медикам, так как не воспринял свое состояние всерьез, говорится в публикации. Как пишет BBC, в понедельник Макей должен был провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Один из лидеров пуштунско-тахафузского движения, депутат парламента Пакистана Махсин Давар, не был допущен на рейс Исламабад-Душанбе. Политик должен был вылететь в таджикскую столицу для участия в конференции по Афганистану, сообщает издание «Пакистан Тудей». Махсин Давар написал в Твиттере, что он был остановлен сотрудником Федерального агентства расследования в аэропорту Исламабада, несмотря на то, что Кабинет министров удалил его имя из списка невыездных за границу Пакистана. Один офицер Федерального агентства расследования показал, что у него больше полномочий, чем у федерального правительства, отметил политик. Институт стратегических вопросов Афганистана проведет свой очередной 10-й гератский диалог по вопросам безопасности в Душанбе 29-30 ноября этого года. Организаторы форума сообщили, что в его работе примут участие представители Афганистана и стран региона. Представители Исламского консультативного совета Ирана на заседании парламента одобрили законопроект о присоединении страны к Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Мехр. Законопроект одобрили 205 депутатов парламента, 3 выступили против, 4 воздержались. Чтобы стать членом ШОС, Иран должен одобрить все документы, которые были приняты организацией до текущего момента. Уже было подписано 49 документов. Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Партнерами объединения являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Цели ШОС заключаются в укреплении стабильности и безопасности, борьбе с терроризмом, развитии экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научно- и культурного взаимодействия. Иран не могли принять в ШОС из-за наложенных на него санкций Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза, поэтому Тегеран имел статус наблюдателя. После 2016 года ограничения стали постепенно снимать, в том числе благодаря заключению соглашения по ядерной программе, согласно которому Иран обязался не производить ядерное оружие. В сентябре этого года Тегеран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна стать самой мощной в мире ядерной державой. Об этом он сказал в воскресенье в своем обращении к военным и ученым. Ким Чен Ын поручил наградить технический персонал, который принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-17 18 ноября. Ким Чен Ын возлагает большие надежды на испытание Хвасона-17. Ракета способна достичь территории США и отразить американскую ядерную угрозу. Это Ким считает главной задачей для северокорейской армии. Он назвал Хвасон-17 самым сильным стратегическим оружием в мире. В
Китае в знак протеста против жестких мер по борьбе с коронавирусом в ночь на воскресенье 27 ноября произошли антиправительственные акции протеста. Изначально митингующие требовали отмены локдаунов, но, например, в Шанхае демонстранты стали требовать отставки главы Китая Си Цзиньпиня и отмены руководства Коммунистической партии в целом. Полиция разгоняет митинги и проводит задержания, отмечает BBC. Причиной беспорядков в Шанхае стал пожар в жилом доме в городе Урумчи в северо-западной части КНР. В результате этого пожара вечером 24 ноября погибли не менее 10 человек, еще 9 получили травмы. Многие жители писали, что строгие антикоронавирусные ограничения затруднили борьбу с огнем. Урумчи живет в режиме тотального локдауна уже 3 месяца. В Китае в настоящее время регистрируется максимальное количество заражений коронавирусом с самого начала пандемии. 27 ноября Министерство здравоохранения в Пекине четвертый день подряд фиксирует более 39 тысяч новых заражений в сутки. В таких мегаполисах, как Пекин и Гуанчжоу, свобода передвижения сильно ограничена.